Друзья мои, Мендет, сегодня я хочу рассказать вам о том, сколько врагов существует у калмыков и каким образом они различаются между собой. Тема эта очень интересна, а потому на несколько минут прошу вашего самого пристального внимания. Первый враг, о котором хочется сказать, это десн. Слово это происходит от калмыцкого слова ден – война, а потому нетрудно догадаться, что десн – это именно тот враг, с которым нужно воевать. Второе слово часто используют в паре с первым – десн, öşetn десн. Часто носители калмыцкого языка говорят öşetn десн, подразумевая врагов вообще. Кто же такой öşetn? Это слово происходит от слова öşen – месть, ненависть. Суффикс «тн» в этом слове подчеркивает собирательность явления и обладание чем-то у кого-то. Таким образом, öşetn – это тот ненавистник или тот, кто мстит. В старину кража скота или лошадей считалась не преступлением, а проявлением удали. Как мне объясняли старики-айраты Западной Монголии, словом öşetn мы преимущественно называли тех, кто мстил, и в том числе вплоть до вооруженных столкновений за кражу или какие-то другие преступления. И третье слово, которым мы обозначали врага, это хортн. По своей структуре оно близко к слову öşetn, однако его смысл несколько отличается. Давайте разберемся с этим словом. В современном калмыцком языке слово хортн или хорры имеет значение яд, отрава, а еще вред, который одни могут причинять другим. В Тодо-Бичик слово яд и слово вред писались по-разному, а потому слово хортн, имеющее в своей основе именно вред, будет переводиться как тот, кто желает причинить кому-то вред. То есть хортн – это тот враг, который войну может не начинать, но чтобы отомстить кому-то и даже не приходить, но он просто вредит. Кстати, один и тот же враг, выполняя разные функции в калмыцком языке, может именоваться и десн, и öşetn, и хортн. Например, желая отомстить за кражу лучших скакунов, враги вторгаются на территорию какого-то рода. Потом, когда они вторглись, желая отомстить, они уже становятся öşetn. Как только начались боевые действия, они стали десн, а вот когда они стали уничтожать мосты, переправы, причинять вред коммуникациям, они становятся хортн. Вот такие интересные значения имеются у трех калмыцких слов, обозначающих врага. Уважаемые зрители, КНТ Халягачныр, подписывайтесь на канал Центра развития калмыцкого языка, делитесь видео, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии, ведь эти видео мы записываем для вас и для нас очень важны ваши отзывы. Танрига кендилдик, хальмыккелин ыржилтен деп.